الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Аль-Джаза валь-Хисаб, расчет в судный день и воздаяние. И мы начали говорить о том, как Всевышний увеличивает нам наши благодеяния и оставляет грехи в том положении, в каком они были. То есть не прибавляя к нашим грехам ничего. То есть, что касается вознаграждения за благие дела, здесь Аллах милостивый, а что касается наших наказаний за наши грехи, Аллах справедливый. То есть, лишнего Он никому не даст. И мы с вами говорили, как Всевышний увеличивает наши дела, приводили примеры некоторых зикров, например, Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар, как в 10 раз они увеличиваются, хотя мы говорим один раз, например, Субханаллах, а записывается, как будто мы 10 раз сказали. Также про чтение Корана мы с вами говорили, когда мы читаем всего лишь одну букву, то Аллах приумножает это в 10 раз. Сегодня поговорим о намазе, то есть как Аллах через это великое поклонение увеличивает нам наши благодеяния. Мы знаем, что Аллах вменил нам в обязанность намаз во время Исра валь-Миградж, так ведь во время ночного путешествия пророк саллаллаху и Миграджа. И мы знаем, когда он возвращался от своего Господа, от Аллаха, возвращался к пророку Муса, алейхиссалям, он рассказал Мусе, что Аллах вменил в обязанность ему и его умме сколько намазов? 50. И Муса, алейхиссалям, объяснил ему, что это будет очень тяжело, что это очень сложно для людей. Он, скажем, уговорил его вернуться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал шафаат, то есть он заступился за свою умму, и в итоге, то есть возвращаясь, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, добился, что Аллах оставил вместо 50 сколько намазов? Всего 5 намазов. Всего 5 намазов. То есть первоначально это были 50 намазов в день. Вот вы представьте себе, сегодня многим людям, которые говорят, что они мусульмане, мы сейчас про немусульман совсем даже не говорим, многим, когда начинаешь говорить, что вообще-то нам надо 5 намазов выстаивать в день, да, это очень сложно. Как Всевышний в Коране сказал, «Ва иннаха ля кабира», воистину хранить соблюдать 5 намазов, это очень тяжело. «Илля аляль хаширин», кроме тех, которые были смиренными перед Аллахом, которые поняли величие Аллаха, только им доступно этот вид поклонения. Остальным это тяжело. Так ведь? А вы представьте себе, не 5, а 50 было бы. Вот сейчас, наверное, каждый представляет себя на работе, в семье, да, у каждого... Ладно, мы-то хазраты, мы больше в мечети. То есть это как бы... У нас работа намаз читает, да? То есть нам проще. А вот братья, кто-то на заводе, кто-то у себя в офисе сидит, где-то в дороге, 50 намазов. Вот представьте себе, это же намного сложнее было бы. И вот 5 намазов. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: Всевышний Аллах сказал: «Поистине слово мое неизменно, как и то, что я возложил на тебя в основе Писания. И за каждое благое дело воздается 10-кратно, поэтому в основе Писания их 50, а ты обязан совершать их сколько? 5. То есть Аллах сказал: 50 было, я оставляю 50. Но на практике я вам даю 5, а оставляю уже там уже конечный результат это 50. То есть за то, что умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, совершает 5 намазов, там в итоге ангелы пишут, записывают, что
что мы совершали 50 намазов. 50 намазов. То есть получается, вот грехи, они не умножаются, а благодеяния, они приумножаются, потому что это и есть милость Аллаха. После этого он вернулся к Мусе, то есть когда уже все, Аллах сказал, 50 у меня остается, а у вас 5. Он вернулся с этим уже облегчением, да, существенным, во сколько раз. Он вернулся к Мусе, и Муса, алейхиссалям, спросил, что ты сделал? Он ответил, нам было облегчено, то есть Аллах облегчил нам, и Он даровал нам за каждое благое дело 10-кратную награду. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари. Вот, поэтому, вот даже что касается намаза, мы видим, здесь Аллах приумножает. То есть судный день, почему Аллах будет показывать нам наши дела? Потому что мы увидим, что они были приумножены во много раз. И если к этому добавить соблюдение некоторых еще сунн, которым призывал пророк саллаллаху, то мы в результате найдем еще больше. Даже не 50, а еще больше. Первый пример – коллективный намаз. Тот же намаз, который мы совершаем в джамаате, тот же намаз, те же ракагаты. Аллах записывает за эти ракагаты во сколько раз больше? В одном хадисе говорится 25 раз, в другом хадисе говорится в 27 раз больше. То есть, что это означает? Если ты, такой пример очень простой, чтобы всем понятно было. Если ты картошку, которую вырастил, хотя в городе тяжело, наверное, понять, да? Картошка, она в пятерочке растет у кого-то. Если ты картошку, которую вырастил у себя в огороде, продаешь с огорода, она стоит, ведро 100 рублей. Если ты набираешь эту картошку в ведро, но через дорогу идешь куда-то на рынок, тебе там предлагают в 27 раз дороже. То есть не 100, а сколько? 2700. Это, конечно, уму непостижимо, да? Вот никто в это не поверит. Но если бы это было бы так, все бы, наверное, побежали. Никто бы у себя возле огорода за 100 рублей не продавал бы. Потому что там можно в 27 раз больше продать. Вот Аллах нам говорит то же самое. Вы можете совершить, то есть продать мне свой намаз, эти же 4 ракагата, у себя дома, я у вас куплю этот намаз. Но если тот же намаз вы продадите мне у меня дома, то есть где? В мечети. Я дам вам в 27 раз больше. Вот это есть математика. Это есть математика. Очень простая математика, которую могли понять даже бедуины. Для этого не надо там в университетах высшую математику проходить. Вот это есть милость Аллаха. Милость Аллаха. И это еще не все. Есть другие хадисы, которые указывают на то, что мы можем еще больше продать эти намазы. То есть он один намаз, но его можно по-разному продавать. Как, например, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи определил муаззина, а муаззинов сколько? Вот на каждом намазе один. 2 муаззина быть не может. Один сказал азан, другой не может сказать. А давай я тоже скажу. Или там половину ты скажи, а я там другую половину, да? И пророк саллаллаху алейхи начал объяснять людям, что азан это имеет огромную ценность в исламе, и люди за это получают огромные награды. И я сейчас не буду перечислять, у нас тема не та. Но в одном из хадисов пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, кто скажет азан, то есть что такое азан? Призыв, призовет умму к намазу, сколько людей ответят ему, этому муаззину, ему запишется столько же наград за их намазы. Это хадис. Кому надо, потом в какой-нибудь другой день подойдете, я вам дам, от кого этот хадис, это все есть в книге. Что это значит? Если муаззин сказал азан, а на намаз пришли 100 человек, то эти 100 намазов, они как бонусом, и у них останутся, муаззин не заберет, но и муаззину все запишется. А если еще учесть тот момент, что в 27 раз больше, то есть тут уже, может быть, уже высшая математика нужна, тут уже посложнее, да? То есть это просто милость Аллаха.
И когда сподвижник подошел, вот пусть Аллах будет доволен всеми сподвижниками, машаллах, вот нашелся этот сподвижник, я даже не помню, как его зовут сейчас, да, надо в книге посмотреть, пусть Аллах будет доволен им. Скажите амин. Он подошел к пророку саллаллаху и спросил, а нам что делать? Ну все, муазину, а нам что? Пророк саллаллаху сказал, одно предложение, повторяйте за муазином, и вам будет то же самое. Ну вот это просто, вот понимаете, это милость Аллаха. Аллах сам предлагает нам все большую цену за наши благие дела. То есть получается, вот мы знаем сунну, да, повторять азан за муазин. А муазин сказал Аллаху Акбар, мы про себя Аллаху Акбар. Ну для этого, конечно, нужно лишить себя WhatsApp, хотя бы на время повтора, да. То есть, ну, понимаете, да? То есть, но это очень важно. Почему вот так прямо такие цены предлагает нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы повторяли азан, значит, это очень важно. Это не просто, чтобы повторять азан, надо быть в мечети еще, так ведь? Если ты только на хамад добегаешь до мечети, ты лишен этого. Поэтому очень важно было коллективный намаз, на коллективный намаз успеть не на фарс, не на ихамет, а на азан. И очень много хадисов, где говорится, что он дошел уже во время азана был в мечети. И сподвижники, когда рассказывают об этом, на азан уже приходил в мечеть. То есть, ну вот это такие моменты, когда можно очень много, ну, может быть, грубое слово, урвать, да? Ну, это же милость Аллаха. Всем хватит милости Аллаха. Никого ты лишать не будешь. Это если там где-то еду будут раздавать, да, может быть, ты если больше возьмешь, поэтому еда, тут уже сунна, 3 пальца. 3 пальца, не так. Ну, раньше же не было, все с одного блюда казана кушали. Поэтому тут 3 пальца, потому что всем может не хватить. Кто-то может голодный. А вот здесь уже, тут милость Аллаха. Тут милость, она не закончится, поэтому нужно брать. Вот это просто, вот сегодня мы говорим про намаз. И есть другие хадисы. Например, вот очень интересный хадис, который мало кто из братьев интересуется. И вот коллективный намаз, это понятно. 27, 25, да, это машалла, это, ну, дорогая цена, хорошая цена, очень. А вот есть намаз, за которую Аллах предлагает еще в 2 раза больше. Не 25, а 50. Вот есть хадис, где говорится, что за этот намаз ему запишется 50, награду 50 намазов. Это тоже торговля с Аллахом. Это какой намаз? Вот интересно, намаз, который ты совершил в одиночестве. Здесь речь идет где-то в пустынном месте. То есть человек, который совершил намаз где-то в пустыне, будучи один. Да? То есть что это значит? Значит, никто ему азан не говорил. Не напомнил, что вот он пришел в намаз. Никто его не призывал к намазу. Эй, брат, через 5 минут намаз, давай тахарат, бисмилля. Нет, там никого нет, он один. Никто за то, что он не совершит этот намаз, его бранить, порицать, делать ему насихат никто не будет. Почему? Он же один. Он один. Но несмотря на все это, он встал и совершил этот намаз. Он один. Есть он, есть Аллах. Есть еще шайтан, враг. Так ведь? А может еще другие враги. Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах запишет ему вот в это время награду 50 намазов. Даже в 2 раза больше, чем кому? Кто на джамаат пришел. Потому что он один. Он один воин в одном поле. Один. И когда я, некоторое время, там несколько дней, скажем, пожил в Москве, там с таксистами там познакомился, да, спрашиваю, брат, намаз читаешь? Кто-то читает, кто-то уже бросил, там казахи, узбеки, таджики. Но вот я вспомнил этот хадис. Потому что город огромный, мусульман огромное количество, а мечети нет. И вот этому же брату, таксисту, да, совершить намаз, это целый героизм. Потому что до мечети доехать надо там ехать, не знаю, 40 минут там, или туда 40, обратно 40, да. То есть вот
Я даже одному брату вот этот хадис прочитал. Я говорю, может быть, вот вы здесь попадаете под этот хадис. Потому что, ему нужно найти место, где тахарат взять. Ему нужно где-то встать, намазлык постелить. Ему надо этот намаз почитать. Никто его призывать к этому намазу не будет. Никто там, вот уже 20 минут назад намаз зашел, а он до сих пор не читал, ему надо доехать куда-то. Никто ему замечаний не сделал. Брат, ты что, уже 20 минут назад магриб уже настал. Он один. И все наоборот, призывают ему наоборот оставить намаз. И вот он один встал, герой. Иншаллах. Я надеюсь, что они попадают под этот хадис 50 раз. И это кто-то где-то на заводе, кто-то на войне. Он же будет намаз читать там, если он мусульманин. Там стреляют. Да, у намаза на войне есть свои облегчения, есть свои условия, но это вот когда ты один, все, где-то, да, когда азана нет, когда джамагата нет, ты один, но ты все равно хранишь этот намаз 50 раз. Вот поэтому, альхамдулилля, вот сегодня мы про намаз поговорили. Это милость Аллаха. Также поговорим про садака, про пост, как он увеличивается, да. Вот, альхамдулилля, это милость Аллаха, в которую мы уверовали и на которую мы надеемся, иншаллах. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.